Устрашающие, но безобидные. Огромные, но практически беззащитные. Полезные и недооцененные. Санитары гор и степей. И герои народных легенд. Грифы – исчезающие птицы Кыргызстана. Здесь я держу хозяйство. У меня есть же ребята, лошади, есть еще и овцы. Держу и коров. В данное время у меня есть качкорская порода овец. Они сейчас на джайло. Сейчас я дам сено лошадям и жеребятам. Больше 20 лет Карабек Тентимишев живет с семьей на западном побережье озера Иссык-Куль. Его ферма расположилась прямо у подножия гор. У семьи десятки голов крупного и мелкого рогатого скота. Бывает, телята и овцы погибают. Я их отношу на ту гору. Прилетают грифы, едят. Как-то было, что одну мою лошадь ночью волки загрызли. И к ее туше утром прилетело много грифов. Очень большие грифы прилетают. Много грифов. По 30-40 птиц прилетает. Когда впервые видишь, еще и вблизи, очень страшно. Такие большие, как самолеты. Грифы обитают в основном на юге Евразии и в странах африканского континента. Всего в мире около 15 видов. В Кыргызстане обитают 5. Все они занесены в Красную книгу. Самый крупный – снежный гриф или кумай. Гнездится на хребтах центрального и внутреннего Тянь-Шаня. Живет на высокогорье, питается мясом павших животных. Бородач тоже живет высоко в горах. Его рацион состоит в основном из костей. Белоголовый сип живет в среднегорье и низкогорье Тянь-Шаня. Его основная еда – внутренности животных. Черного грифа в Кыргызстане можно встретить чаще остальных. Живет в основном в предгорьях, питается только падалью, предпочитает мясо. Не поднимается высоко в горы и стервятник. Это самый мелкий из грифов, что обитают в Кыргызстане. Он единственный перелетный и может, в отличие от остальных, есть не только падаль, но и мелких животных. Карабек. Здравствуй. Привет. Как у вас? Нормально, все хорошо. Есть мясо нам положить на площадку? Да, есть. Давай, пойдем, возьмем там. Ну давайте. Сегодня будем ложить туда прикормку. Давай. Поставим ловушки, посмотрим, сколько грифов пришло, сколько посещают нашу площадку подкормочную. Здравствуйте. Есть там чаксан? Да. Я из холодильника поднесу. Конечно, мало, но ничего, сколько есть. Грифов тоже пока немного. Еще вот зимой, когда у них голод будет, тогда, конечно, их надо побольше кормить. Ага. Пока хватит, наверное. Да, пока хватит. Сейчас положим. Сергей Кулагин, ученый-орнитолог, кандидат наук, отправился в поездку по юго-востоку Кыргызстана, чтобы оценить популяцию грифов и рассказать нам об этих птицах. Грифа я увидел давным-давно, еще в раннем детстве. Меня заинтересовали эти крупные птицы, которые парили, кружились.
Тогда я еще, возможно, не понимал, что они кружатся в поисках падали, но они были очень красивые на фоне голубого неба, и выписывая такие огромные круги, они очень меня заворожили. В основном скот еще частично в горах, поэтому и грифы там находятся. Но здесь мы видели, вот летали несколько штук, поэтому что есть, пока это мясо выложим, посмотрим. Поставим фотоловушку. Эта подкормочная площадка построена специально для привлечения грифов, для подкормки этих грифов в зимний период. И в то же время как помощь местному населению, которое частично не может утилизировать этот павший скот. А грифы, они как санитары природы, нуждаются в этой подкормке, потому что не всегда в зимний период можно найти достаточно корма. А так как грифы размножаются очень рано, то и такие подкормочные площадки, они очень актуальны для них, особенно в зимний, вот ранний весенний период. Вот мы пришли, здесь вот видите, тут с прошлой закладки остались вот кости, это от баранов. 2 барана выкладывали. Ну вот видите, как объели. Одни кости остались. Хорошее место. Вот посмотрите, наверное, вот здесь мы ее поставим. А здесь, наверное, будем выкладку вот делать. здесь, да. Можно вон под тот куст еще одну поставить. Да. Замаскировать ее надо. Замаскировать Они надо. же увидят ее и Ага. могут не прийти. Мы ее сейчас обложим камнями. Черный гриф населяет субальпийский и альпийский пояса Тянь-Шаня. Сколько их осталось в Кыргызстане, точно неизвестно. Учета не проводилось. Черные грифы на самом деле черные только в молодости. К старости их оперение становится бурым. Это крупные птицы. Вес может достигать 10 килограммов. Размах крыльев 3 метров. Питаются исключительно падалью. Предпочитают мясо. Летом и осенью, когда скот уходит на высокогорные пастбища, Джайлоо, для падальщиков, которые остаются в Среднегорье, наступают голодные времена. Падшего скота становится все меньше. Кормовая база из диких животных сокращается с каждым годом. Проект называется, весьма интересно, называется «Ресторан для птиц-падальщиков». Это подкормочная площадка для птиц-падальщиков, расположена на западе Иссык-Кульской котловины, на территории биосферного резервата. И здесь мы реализуем проект, который финансируется Всемирным фондом охраны дикой природы, а также СЭП, это международный фонд. Нам нужны регулярные подкормки, поэтому мы договорились в Балыкчи, в убойном цеху, там, где забивают скот, мы там закупаем мясные отходы, некондиционное мясо, в том числе там ливер, обрезки, и вот этим мы на регулярной основе подкармливаем. Ну, когда получается, к нам приходит сообщение, что у какого-то из фермеров или пастухов погибло какое-то животное, мы выезжаем на место, выясняем причину гибели и потом уже вывозим это животное к нам на подкормочную площадку, частично компенсируя фермеру за это животное. Над вершинами гор и холмов грифы могут парить часами. При этом 10-килограммовым птицам даже не обязательно делать взмахи крыльями. Их несут восходящие потоки воздуха. Благодаря отличному зрению грифы могут парить в поисках пищи на высоте 3 километров. Грифы не спускаются на подкормочную площадку до тех пор, пока там уже не начнут активно кормиться сороки и вороны, потому что грифы очень осторожные. И только видя, что никакая опасность не грозит, только потом они спускаются и поедают это мясо. А в ночное время часто приходят шакалы, также лисы.
Вот наша наблюдательная площадка. К сожалению, с нее сильным ветром сорвало крышу, но так как здесь ветра очень сильные, а дожди редкие, но все равно она вполне пригодна. Там есть скамейка, на которой можно сесть, отдохнуть и понаблюдать за птицами. Вороны уже нашли, уже вон кормятся там. Да. Но грифов пока не видно. Они За горой. За горой. За горой. Ну, я думаю, что сейчас подлетят. А, точно, да, появились. У них зрение очень хорошее. Да. Они все замечают. У них еще такое есть свойство, когда вот один летает, найдет пищу, он туда вот так летит, другие увидят, тоже вот так летят. И они со всех сторон быстро собираются. Когда вот там лошадь или корова, они ее за полчаса всю съедят. 30-40 штук придет, сразу все съедят ее. Могут 4-3 килограмма мяса сразу скушать. Потом еле-еле взлетает. Потом может неделю вообще ничего не кушать. Трудно вообще сказать, как они узнают. Они, как будто у них есть сотовый телефон. Я вот живу здесь в предгорьях Бишкунгея, и я 2 года видел, как грифы на громадной высоте летели в Чуэлийские горы, наши грифы. По нескольку штук, по 6, по 10, по 12. Значит, там падеж скота. Они просто туда летели, конкретно целенаправленно. Но как же грифы могут питаться разлагающимися останками с массой болезнетворных бактерий и при этом не умирать? Организм этой удивительной птицы способен переварить даже споры сибирской язвы. У грифов, у всех, у них очень повышенная кислотность в желудке. Именно это способствует перевариванию даже вот этой падали, в которой происходят эти процессы гниения. На самом деле убивает все болезнетворные бактерии, вот именно его вот этот желудочный сок. Он 30 лет живет, да? Нет, больше. Больше? Больше и 50 лет живет. Даже 50? Да. Вблизи грифов чаще всего можно увидеть именно на туше мертвого животного. Вид огромных птиц, клюющих плоть, может испугать. Отсюда и неприятные ассоциации, связанные с грифом и его кровожадная репутация. Но на самом деле грифы безобидны. У них слабые когти, и они не способны охотиться, тем более нападать на крупный скот. И не убивают, как, например, орлы или сокола свою добычу. Они просто питаются вот именно то, что они находят, именно падалью. А вот пользы для природы и человека масса. Падаль грифы поглощают практически полностью и с такой скоростью, что опасные болезни и бактерии не успевают распространиться. Они помогают экологии, едят мясо мертвых животных. Это же хорошо. Эта птица важна для природы, чтобы люди были здоровы, воздух был чистым, природа была красивой. Сейчас мы находимся у гнездовой колонии снежного грифа, или кумай по-другому ее называют. Здесь 3 гнезда, колония небольшая, расположены они высоко в скалах, и вы можете видеть вот белые пятна на скалах, это как раз вот гнезда. Кумай или снежный гриф, самый крупный из обитающих в Кыргызстане, живет на высокогорье. На Тянь-Шане населяет Алайский, Туркестанский, Ферганский, Кыргызские хребты, Терские Алатоо, хребты центрального и внутреннего Тянь-Шаня. Как и у многих других видов грифов, голова и шея у них не оперены, покрыты пухом. Эта особенность помогает грифам проникать в тушу и доставать внутренности, а своеобразный воротник из перьев задерживает кровь и остатки пищи. После трапезы грифы тщательно моются и раскрывают крылья на солнце.
чтобы ультрафиолет убил бактерии. Пищу разыскивают при помощи чрезвычайно острого зрения. На расстоянии до 3 километров они прекрасно все могут наблюдать. И, больше они ориентируются на поведение сорок, ворон, которые впервые нашли там павшее животное. На это внимание обращают грифы. Кумай строит жилища в скалах на высоте 100-300 метров от земли. Гнезда делают основательно на несколько лет. Размножение птиц происходит в феврале, после чего у пары появляется лишь одно зеленоватое в белую точку яйцо, а через 1,5 месяца из него вылупляется малыш. Высиживают яйца и заботятся о потомстве оба родителя по очереди. А еще грифы очень верные и преданные, настоящие семейные птицы. Грифы выбирают себе пару на всю жизнь, так как они размножаться начинают в 5-летнем возрасте, то есть 4 года они ищут себе партнеров. Для этого взрослые пары держатся отдельно в гнездовой сезон, а молодые птицы, можно сказать, такие юные, они себе ищут пару в таких группах. И, конечно, такая пара, образовавшаяся, она очень долговечна. И если происходит по каким-то причинам смерть одного из партнеров, то найти подходящего возраста такую птицу это практически невозможно. Поэтому вот и говорят, что у них такие пары на всю жизнь. Снежный гриф – птица высокогорная. Кроме привычных овец, лошадей и коров, на мясо которых могут рассчитывать падальщики, здесь, среди заснеженных вершин, птицы могут полакомиться более крупным животным. Яки – огромные длинношерстные быки, прекрасная пища для грифа. Но на такое пиршество пернатые падальщики могут рассчитывать нечасто. Мы с другом возили сюда туристов. Вот там устанавливали юрту. Друг на зиму уезжает, а я смотрю за яками. Летнее пастбище у нас находится здесь. А на зиму мы уводим их далеко в горы. Грифов тут много. Беру бинокль и смотрю. Если летают грифы, понимаю, что съели яка или теленка. Иду туда и у мертвого животного отрезаю голову, чтобы показать хозяину. Если баран, например, погибает и мясо чистое, то съедаем сами. Если грифы тронули тушу, это уже называем харам, отдаем мясо собакам. И все же на кое-какое угощение грифы рассчитывать могут. После того, как хозяева забивают яка, отходы достаются собакам. То, что не доедят собаки, грифам. Отходы относят подальше в горы. На высокогорье, где к наступлению зимы остается не так много скота, а кормовая база из диких животных из-за деятельности человека оскудевает, грифам будет непросто пережить зиму. А ведь именно на зиму приходится появление на свет потомства, которое тоже нужно выкармливать. Вот эту гору мы называем Шикулё, головной убор такой, потому что на Шикулё похоже. Оттуда шел шелковый путь, там перевал на Четырколь, а дальше погранзастава. Мы представляем его как караван-сарай, но что это на самом деле, точно никто не знает. Здесь 31 комната, постройка 9-10 веков. Караван-сарай – это место, где усталые путники, следовавшие через перевалы Великого Шелкового пути, могли бы отдохнуть и переночевать. Но есть и другие версии. Например, что Ташрабад был монастырем для монахов-несториан. Еще одна версия, что крепость соорудил Мухаммад хан, один из правителей Могулистана, государство, которое образовалось после распада империи Чингисхана. Это загадка истории, единственное подобное сооружение на территории Кыргызстана. В
теплое время года сюда съезжаются туристы из разных стран мира. И не только древний караван-сарай привлекает их внимание. Здесь, на высоте 3000 метров, также обитают краснокнижные грифы. Например, вот эта скала вот здесь расположена, где-то 6-7 гнезд снежного грифа. Здесь же гнездится бородач и одна пара беркутов. И многие приезжают иностранцы для того, чтобы посмотреть наших птиц. И сейчас все больше оборотов набирает такой вид туризма, как бёрдвотчинг. То есть, когда местные гиды показывают наших птиц иностранцам. Обычно они проводятся в летнее время, в гнездовой период. Вообще во всем мире это достаточно популярное направление, как бёрдвотчинг. Во многих странах это прям такая туристическая активность, которая общепризнана, которая достаточно высоко развита. Но я думаю, что у нас в Кыргызстане пока еще это сильно, скажем, наверное, не является сильной стороной туризма Кыргызстана. Тоже здесь нужна большая квалификация именно местного гида для того, чтобы он должен настолько хорошо знать поведение птиц, самих птиц, чтобы им не навредить. Потому что иногда группа людей, которая стоит недалеко от гнезда, птица тревожится, да, ее хорошо можно рассмотреть, ее можно хорошо сфотографировать, но тем не менее мы можем спровоцировать то, что птица оставит гнездо. И я думаю, что именно в том месте будет очень интересно с применением нашего опыта создания подкормочных площадок, создать там подкормочную площадку, так как там останавливаются туристы на длительный период, то есть и будет возможность понаблюдать за грифами, за птицами-падальщиками именно недалеко от лагеря. Другие падальщики кыргызского высокогорья – бородачи. Бородач в Кыргызской республике встречается на всех крупных хребтах западного, северного, центрального и внутреннего Тянь-Шаня, а также Памира-Алая. Свое прозвище получил из-за пучка черных жестких перьев, напоминающих бородку. Питается по большей части костями. И по-киргизски он называется болта-джурчу, то есть, что переводится, это проглотивший топор. И есть такая легенда, что птица увидела окровавленную ручку топора и приняла ее за кость. И проглотив этот топор, птица погибла, и когда ее вскрыли, то нашли в желудке топор. По внешности этот гриф резко отличается от остальных. Голова оперена. Лысая голова бородачу не нужна, ведь питается он в основном костями. По подсчетам биологов, рацион бородача может состоять из костей на 70-90%. Бородачи практикуют даже такое, что они, находя старые какие-то кости, крупные кости, они их могут поднимать в воздух и бросать на камни, чтобы разбившиеся кости потом можно было заглотить. У них настолько сильный желудочный сок, что он растворяет даже крупные кости козлов, архаров и крупного рогатого скота. Хотя говорят, что вот они кости в лапах не носят, носят. Я был в горах, я не знаю, насколько часто это бывает, но мой друг поднимался по осыпи, и бородач летел над ним и сбросил на него берцовую лошадиную кость. Не на него, он просто, видимо, раскрыл рот и уронил ее. Если бы он в него попал с высоты 50 метров, он бы его ей убил просто. Она ударилась буквально в 3 метрах от него об камень и разбилась. Гриф – загадочная птица, герой кыргызских легенд. Согласно народным сказаниям, именно в гнезде грифа появляется на свет грозный и верный пес воина Манаса Кумаик. По легенде, если
когда появляется вот этот щенок, кумаик в гнезде грифа, за 3 дня, если успеет человек заметить и заберет, тогда останется собака. Если нет, тогда он улетает. Считается, что кумаик – самый сильный и грозный пес. Он охраняет стада скота и смело сражается с волками. От отца слышал, от матери слышал. Мой дед, оказывается, имел такую собаку, вожака. И один раз, когда они на Каракджурской долине, Качкарский район, они жили, и волчий вой, стая волков начали выть возле их домов. Дедушка сказал, говорит, бабушке, подкорми сильно его, нашу собаку, говорит, потому что волки пригласили его на один, говорит. Привезли, откуда пригласили свой вожака, говорит, и они приглашают на один, говорит. И на утром встают, действительно, собаки нету. Дед беспокоился, 3 дня ходил, он живой, не живой, но на 3-й день, на 4-й он вернулся, обессилен, но вернулся. И он, оказывается, обнял, целовал, слава Богу, что ты живой остался. Однозначно было понятно, что он убил вожака волков. После этого наступила тишина на этом регионе, волков вообще не было. Отец меня водил постоянно на охоту. И наш род был, деды были охотниками, они легендарными охотниками были. О грифах я знаю с детства. Народ наш не трогает грифов, как многие говорят, там разные вещи, там мясо кушать, такого нету. Грифы это, как говорится, положительно относится, народ положительно относится к грифам, потому что они санитары, во-первых. Во-вторых, они всегда были рядом с народом. Тем не менее, чуть ли не единственной опасностью для грифа остается человек. Врагов в дикой природе у него нет. Даже между собой эти птицы дерутся редко. Известны факты, когда грифы становятся жертвами обрядов. Например, в Африке есть древнейшая традиция предрекать события будущего в процессе курения засушенного мозга грифа. В период спортивных соревнований в 2010 году этот метод активно использовали аборигены, чтобы узнать результат игр. В итоге в регионе уменьшилось количество птиц. Страдают в том числе и перелетные грифы из Кыргызстана. Единственная их охрана, то, что они достаточно недоступны. Они находятся и гнездятся, и живут в такой зоне, где очень мало людей. Это высокогорные хребты, пригребневые их части. В общем, практически от 2,5 до 4,5 на помере 1000 метров. Плюс они устраивают гнезда на таких скалах недоступных, куда залезть альпинисты только могут. Основная проблема для популяции грифов – скудность кормовой базы. Количество диких животных, в том числе и копытных, сокращается из-за деятельности человека, охоты и деградации пастбищ. По мнению экспертов крупнейшего международного природоохранного партнерства BirdLife International, хищные птицы-падальщики стремительно становятся самой угрожаемой группой пернатых на нашей планете и срочно нуждаются в защите. Мы набрали определенный опыт по организации вот этих подкормочных площадок и имеем представление о том, где их организовывать и как преподносить этот продукт туристическим компаниям, для того, чтобы в дальнейшем хотя бы несколько компаний заинтересовались этим и могли привозить туристов на такие подкормочные площадки, где туристы могли бы наблюдать за птицами-падальщиками, и в то же время местное население также бы участвовало в организации этих площадок и поставкой туда павших животных. Характеристика «падальщик» будто вешает на грифов невидимый ярлык. Кино и мультфильмы рисуют образ страшного злого хищника, но на самом деле огромная и устрашающая птица абсолютно беззащитна и полезна для природы. Способна защитить животных и людей от болезней, а природу от загрязнения. В
Кыргызстане грифов совсем мало и может не остаться вовсе. Только поняв их значимость и поборов предрассудки, мы сможем предотвратить страшные экологические последствия.